по отчеству Чулпановна, ну, можно Бузе или на «вы», вообще не вопрос. По своей жизни у меня очень много разных специальностей. В своей жизни я занимаюсь очень многими направлениями. Ну, например, одно направление, судя по тому, как вы видите, что я очень быстро управилась со звуковой аппаратурой, я работаю на телевидении, на канале БСТ. Работаю очень уже почти 20 лет, веду очень много разных программ. Один из таких брендовых проектов, наверное, вот папы ваши, мамы знают этот проект. Это проект «Следопыт». Был такой проект, где мы рассказывали о путешествиях. Вот как итог нашего путешествия и наших съемок, это 374 программы, посвященные природным объектам нашей республики. Вот иногда мы говорим, куда съездить, да, мы только знаем там условно Таратау, Иремель, Инзерские зубчатки, ну так вот, если что-то, и так далее, и так далее. Мы сняли 370 с лишним передач. Вот когда мы сняли все и пошли по второму кругу, мы решили, что проект надо закрывать. И проект, собственно, мы закрыли. Появился другой. Вот мы, когда работали над «Следопытом», мы вдруг поняли, что я работала в такой мужской команде. Вы знаете, что мужчины, ребята, которые сидят здесь, их мышление полностью отличается от мышления девочек. Девочки, которые верят во всякую мистику, во всякие приключения, какие-то такие вот вещи. Мужчины в это не верят, и поэтому я работала в команде со взрослыми мужчинами, один из которых был спасателем ЧС. И поэтому все мои придумки вызывали у них усмешку. А я понимала, что это вау, это такой крутой материал для новых передач. И я после закрытия «Следопыта» начала снимать другой, вообще противоположный проект. Назывался он «Мистический Башкортостан». То есть я вновь поехала по всем этим объектам, но с точки зрения, что я узнала необычного вот в этих проектах, что я там увидела такого. И, по сути дела, я вновь посетила одни и те же места. Вот, например, мы сняли проект «Шульганташ», про рисунок, значит, там про красного верблюда, про то, как Элдаль Геоме чистил всю, значит, пещеру Шульганташ от надписей и так далее. А когда мы закрыли «Следопыт», я сняла, кто такой Шульган, как образ, почему его считают демоном, и почему в деревнях, когда погибают коровы во время паводка, говорят, что это Шульган взял себе жертву. Ну, вот как бы вот одна и та же тема, но совершенно другой. Вот. После этой передачи была другая передача, собственно, над которой я сейчас и работаю. Это называется «История одного села». Это очень интересный проект, он касается, в принципе, всех вас. Вы все ездите в гости к бабушкам, к дедушкам, если они живут в деревне. А есть такие деревни, которые полностью сейчас уже просто исчезли. Так вот, мы восстанавливаем историю этих деревень, когда они возникли и так далее. И огромный-огромный интерес. Ну вот, собственно, чем сейчас занимаюсь я. Это вот мой проект. И еще один проект вот недавнешний появился совсем. Это орнамент. Это связано с такими этнографические зарисовки про жизнь, быт народов Республики Башкортостан. Тоже очень интересно. Вот мы ездили в Малый Сидяк деревне, это чувашская деревня, и там вообще было очень-очень, если будет любопытно, можете зайти ВКонтакте, очень много групп, есть «История села» группа, есть «История орнамент», есть «Следопыт», «Мистический Башкортостан», можно просто набрать, посмотреть эти передачи, они в принципе есть везде. И вот когда мы ездили со «Следопытом», нас сопровождал очень замечательный человек, Юрий Александрович Туманов, это спасатель МЧС, и он, так интересно было, ну, представляете, да, мы собираемся куда-то выехать, но вдруг оказывается, что нам ехать, ну, невозможно, то дорогу замело, да, то транспорта нет, то вообще труднодоступные, и мы не готовы, и он все время говорил, поехали в Васкинскую, ну, и мы, как самый легкий объект, ехали в Васкинскую, Архангельский район. И вообще, когда я первый раз туда приехала, вот представляете, вот я вообще спускалась в одну пещеру, только не спускалась у нас в республике, в самую глубокую пещеру. Эта пещера называется Пропащая яма, она расположена в Белорецком, в Бурзянском районе. Везде я была, и была по много раз. И в Кутук-Сунган спускалась, и со съемками спускалась. Вот представляете, такой огромный багаж всего. И вдруг
мы приезжаем в Аскинскую. Ну, нет сосен, нет ничего интересного, ну, ущелья, ну, реки, ну, пещера, да, мы там лазим, спускаемся 87 метров вниз по веревке, а тут зашел и обыкновенный большой зал и лед, и все. И первое мое впечатление было от пещеры, что? Это когда Юрий Александрович говорит, ну поехали снимем Аскинскую. Я говорю, ну и что мы там будем снимать? Ну мы уже все сняли. Ну вот представляете, в отличие от всех пещер, у Аскинской, вот с мистической точки зрения, есть уникальнейшая особенность. Она от себя не отпускает. Вот первая встреча с Аскинской ледяной пещерой у меня была в 2010 году, сейчас 2023 год. 13 лет я не могу от нее уйти. Мало того, мы не просто не можем от нее уйти, мы еще создали там такую структуру, которая вдруг оказалась совершенно уникальнейшим туристическим объектом и где очень всем комфортно. Так вот, это наша пещера. Во-первых, вот когда мы вот ухаживали за этой пещерой, смотрели, почему я вам все это подробно рассказываю? Я вам даю алгоритм, если вам это интересно, вашей будущей работы, если вам это любопытно, вот вам лекало, пожалуйста. Вы можете взять все, что хотите, а взять по моему примеру. Я не бизнесмен, я не заканчивала никаких. Я по своей профессии музыковед. Я закончила наш Уфимский институт искусств, кафедру музыковедения. То есть я обыкновенный музыкант. Ну вот, наверное, здорово, когда разные специальности. И вот мы эту пещеру охраняли. И в один период мы вдруг поняли, что настолько в этой пещере много народу, ну, благодаря нашим передачам в том числе, в один момент мы поняли, что там единовременно пребывали до 60 человек. Представляете, ледяная пещера, мы с вами все 36,6. Вот. И лед начал катастрофически таять, и мы обратились в Русское географическое общество. Тогда был председателем Камиль Фаррухшинович Зиганшин, и мы обратились к нему с просьбой: а давайте мы эту территорию и пещеру возьмем под охрану, под свое крыло, потому что пещера, собственно, и памятник природы. Вот так и началось. Русское географическое общество оформило землю в аренду у лесфонда, взяла охранные обязательства на пещеру Аскынская ледяная, и началась работа. И вот вы здесь видите, что мы организовали первый природный ландшафтный, частный природный ландшафтный парк. В чем уникальность? Вот что такое частный? Значит, не государство владеет, это вы понимаете, да? Но мы работаем по примеру всех природоохранных природных заповедников республики. Когда вот мы работали в следопытии, мы работали из пещеры Мурадымовское ущелье. Вы были там, наверное, пещера Мурадымовская. Вы помните, что там тоже есть свет. Вот этот свет мы устанавливали вместе с покойным Афанасьевым, Толей Афанасьевым. Он спрашивал, мы ему говорили. То есть вот изначально вот как бы мы сделали там. Потом возникла проблема защиты Иремеля. Мы работали там. Возникла защита горы Таратау. Мы работали там. И поэтому для нас самое главное в этом проекте это было сохранить пещеру и всю территорию, которая вокруг. Ну, дальше пойдемте. Кто-то у нас будет или я буду листать? Кто-то листает. Да. А куда на меня нажать? Вот это да, вот это у вас доска. Ну, пещера еще почему очень необычная? Необычная потому, что, не просто так, вот ледяная, да, мы начали изучать, и вдруг мы обнаруживаем такие данные, что в пещере хранится лед ледникового периода. Ледниковый период вы помните, да, что у нашей территория Башкирии. Вообще, вы видели фильм «Земля Санникова»? Если не видели, это очень старый фильм, где у нас там еще Вицин такой молодой и так далее. Это очень старый фильм. Но фишка в том, что люди пошли на север, там, где вечный ледник, и вдруг находят место, где до сих пор живут мамонты. То есть там вот все еще территория ледникового периода, и там живут доисторические животные и так далее. В принципе, Башкирия у нас, территория Башкирии, как раз была такой уникальной. За нами был Великий холод, там Якутия, север,
здесь уже были степи, а мы были такой благодатной территорией, край ледника, поэтому у нас здесь много и мамонтов, и шерстистых носорогов и так далее. Так вот, особая структура пещеры позволила сохранить с тех древнейших времен, с периода Голоцена, да, вот с этого периода, вот это древнейший лед. Естественно, он хранится не на поверхности. Вы пришли и говорите, вау, это лед. Нет, конечно, он хранится глубоко, там, внутри, но он есть, и поэтому мы его охраняем. Поехали. Да, надо нажать. Но я могу не говорить об этом, вы можете читать и можете смотреть. В пещере лед всегда есть, независимо от времени года. Это первая уникальность. Вторая уникальность – это пещера-мешок. Это естественная ловушка для диких животных. Дикие животные подходят к краю пещеры, делают одно неосторожное движение, раньше, сейчас там решетка, падали вниз и уже не могли выйти на поверхность. Поэтому там очень много костей. Если вам интересна палеонтология, бога ради, приезжайте, можете брать и исследовать. Но мы возили все эти кости на анализы, как оказалось, что все кости животных, они современные. Они не старше 30 тысяч лет, поэтому они не представляют никакой научной ценности. Мы перестали возить. Вот. Далее, что здесь еще есть? Были установлены... Ну и в силу того, что это памятник природы, благодаря тому, что там ведется такая работа Русского географического общества, которая... вся работа ведется по охране пещеры, мы установили там логеры. Вообще, нужно сказать, что ни одна пещера в нашей республике, наверное, только Шульганташ. Но Шульганташ – это у нас федеральная пещера, так ведь это заповедник у нас считается федеральным. То есть ни одна пещера столь научно не изучается и не охраняется. Кендерлинская изучается, но не охраняется. Наша пещера, в ней, хотя бы такая маленькая деталь. В нашей пещере установлено 14 высокочувствительных логгеров метеорологических, которые меряют температуру стен, температуру воздуха, поток воздуха, поток ветра и так далее, и так далее. Вот таких аппаратов у нас очень много. И вот ученые работают над этими схемами. Данные этих аппаратов берут свои данные, вернее, аппарат берет данные каждый час уже 2,5 года. Вот представьте, каждый час 2,5 года. Представляете, какая кривая, да, какую можно сделать совершенно потрясающую графику. Так, поехали дальше. Что у нас там? Ну-ка. Вы видите, что в нашей пещере, кроме научной деятельности, очень много туристов. Туристы разные. Это и вообще возрастной диапазон, так скажем, от 2 месяцев. Ребеночек, он был в кенгурятнике, да, до бабушки, которой было 87 лет. Все, ближайшие страны и так далее. Вот здесь на фотографии студенты медицинского университета, это индусы. И причем так интересно, когда приезжают, всем уже хочется рассказать, что это такое. Вы знаете, да, что в веровании индусов существует 3 мира. На верхнем мире живут боги, в среднем мире живут люди, а в подземном мире живут ракшасы. Ракшасы – это такие девы, так скажем, полудемоны, так скажем. Вот когда они приезжают, я не владею английским, но надо же как-то рассказать про пещеру, да, и я им рассказываю, это ракшасы. Ракшасы, и вот так через ракшасов мы нашли такой очень большой с ними контакт. Это ребята, которые приехали с Луганской Народной Республики. Здесь в пещеру приходят к нам инвалиды, которые и те, которые проживают среди нас, в наших семьях, и те, которые живут в специальных учреждениях. Дорога очень замечательная, поэтому все могут прийти и побывать. Так, далее. Позапрошлом году к нам даже в пещеру спустилась инвалид-колясочник. Это вот Надя Щелчкова, очень замечательная девушка,
Вот была огромная мечта, и вот при помощи как раз Юрия Александровича Туманова мы ее спустили туда, в нашу пещеру. Вообще, я говорила вам чуть-чуть ранее о том, что вот мы взяли территорию, и что дальше? Ну, люди приходят, и что дальше? Вот вы придете и скажете, нам нужны условия. Что вам нужно? Обязательно интернет, так ведь, потому что без интернета вы никак не можете. Вам нужна хорошая дорога, вам нужно где вам попить чай, посидеть, отдохнуть и так далее, и вернуться домой. Ну, можно даже искупаться. Поэтому вот все эти условия, они у нас как бы выполняются. Мы построили дорогу, на которой можно доехать до пещеры. Вот купили такой УАЗик, на котором мы довозим инвалидов. Построили вот такую юрту. Вот летний период юрта не работает, потому что на улице очень хорошо. Мы немножечко отходим от такого состояния теплого дома, так скажем. А зимой кто приходит? Они все заходят вот в эту юрту и спокойно там пьют чай и так далее. Еще мы сделали замечательную лестницу. Вот эта лестница, представляете, 192 метра, и она идет до самой пещеры. И вот вы приедете туда, я думаю, что вы обязательно сюда приедете, вот, то подниматься, если весь маршрут, он более-менее такой, ну, как бы сложный, то самая последняя часть, самый подъем, благодаря этой лестнице, он не такой и большой. Лестницу мы сделали всем миром, так называемый Магнитогорский металлургический комбинат, дали бесплатно нам материал. Русское географическое общество подала на грант президента Российской Федерации, и вот на эти средства было построено, смонтировано, довезена до места лестница, вот очень много разных работ. В этом году мы выиграли грант, и вы знаете, что сейчас одна из важных тем – это тема значит, специальной военной операции. Вот в этом году 400 семей, значит, участников СВО посетили тоже пещеру бесплатно. Вот, всем раздали мы такие красивые, значит, банданы и так далее, и так далее. Ну, это вот уже известно, так, это вот я уже показала, мы сняли фильм. 487, ну, это более презентация для взрослых людей, 487 подопечных из стационарных ПНИ. Вот 5433 человека прошли нашу пещеру. Вот здесь я хотела немножечко сказать о том, что, ну, коль вы пришли на это мероприятие, я думаю, что вы все, для вас природоохранная часть – это одна из самых важных. Наша пещера уникальна еще тем, что, когда, помните, я вам говорила о том, что 60 человек единовременно и так далее, мы попросили помощь Русского географического общества. Так вот, вместе с тем, когда выстраивался алгоритм, мы обратились еще и в правительство. И, значит, совместно с Академией наук, Башкирской академией наук, был подготовлен документ, согласно которому мы ограничили вход людей в пещеру. То есть вот если в любую пещеру вы придете 1000 человек, и можете 1000 человек зайти, в день мы можем пропустить, только 120 человек. Потому что, если нас будет много, пещера растает. Ну, поэтому мы еще и природоохранный проект, некоммерческий. И вот при всем при этом мы все-таки можем, летом у нас особенно много людей. Так, чего это у нас? Ну, мы сделали много, но предстоит еще очень много. То есть довести, ну, вообще как бы мы перфекционисты, то есть люди, которые думаем, что мы сделаем лучше всех, и это будет. Ну, как бы идем к этому. Да, видите, есть лестница, а вход внутрь пещеры не очень комфортный. Вот по этой части наши инвалиды-колясочники тоже не спустятся. Поэтому еще вот огромный, большой, значит, есть пласт работы. Это вот обустройство уже внутри пещеры. Не знаю, если вы приедете, посмотрите сейчас, а потом года через 2 будет чем сравнить. Так, ну-ка, давайте дальше. Да, ну это вот красота, дорогу нужно сделать. Это вот такая вот уже была презентация
для взрослых, и то, что мы действительно думаем, что вот этот объект, над которым мы взяли шефство, он все равно станет лучшим. Лучшим не только в нашей республике, но и вообще во всей России, потому что вот из той географии, сколько людей приезжает к нам, в этом году, например, впервые люди приехали из Луганск уже были, я обманываю вам. То есть, если в прошлом году, например, Белгород первый раз, то в этом году уже белгородцы приехали уже 2 раза были. Воронеж в прошлом году первый, это далекие территории. Я не говорю Москва, Питер, это как бы это вот каждый день, их очень много. А вот такие территории, как Курск, Великий Новгород, Воронеж и так далее, ребята к нам стали приезжать, и это слава богу. Но самое главное, я хотела бы вам обратиться вот с такой идеей. Мы можем делать много разных проектов, можем делать очень все, но мне кажется, прежде чем что-то сделать и так далее, надо посмотреть, интересно ли тебе самому. Вот сейчас, на данный момент, огромная нехватка, например, экскурсоводов. Вот такая вещь очень интересная, да, 2-е лето подряд я зову ребят, я говорю, приезжайте, мы вас научим, как вести экскурсии. Вы будете жить, есть где жить и так далее. Создадим все ваши условия, даже заплатим вам деньги. Приходите и будете вести экскурсии. Вы представляете? Никого нет. Поэтому я думаю, что... приходите. Я думаю, то, что я думаю, это, наверное, не очень интересно, но все-таки можно сделать, можно построить все, в том числе и свой собственный бизнес, свой собственный интерес, поднять и свое имя. Тоже можно и на природных объектах. В принципе, это все возможно. Если нужны какие-то рекомендации, если не рекомендации, а какая-то помощь, если нужно вести вас, спокойно обращайтесь. Все, вы засыпаете, поэтому я уже заканчиваю. Ладно, есть вопросы? Вопросов нет? Ну хорошо, давайте тогда следующий, да? Потому что уже...
Меня зовут Ксюша, я представлюсь, да, чтобы вообще понимали, кто я. Я здесь учусь на географическом факультете, я здесь магистрант, первый курс, вот даже моя одногруппница пришла тоже послушать. Также я туристка обычная, то есть та, у которой дома куча рюкзаков, ботинок, и которая любит Урал, Башкирию и все такое. Здесь на слайде, кстати, слова, которые меня драйвят, от которых мне хочется куда-то составить маршрут и пойти с друзьями, соло или посоветовать кому-то такой маршрут. Могу быть вам полезна, потому что я тот человек, который занимаюсь несколькими проектами. Это в первую очередь я веду школу туризма для женщин. Затем я веду велосипедный проект «Велораша». Это сеть федеральных дорог и троп по России. У нас есть по Башкирии 13 веломаршрутов. И сейчас мы проектируем по остальным регионам. Проект федеральный, классный. Короче, заходите на сайт, смотрите, там найдете много чего интересного. И проект «Большая Уральская тропа». Этот проект известен тем, что в этом году Башкирия присоединилась как один из регионов-участников в большой маршрут на 2500 километров. По Башкирии маршрут составляет всего 500 километров. То есть это большой горный маршрут, и как бы можно, в общем, посмотреть северный, средний или южный Урал. Это прикольно. Но сегодня речь пойдет о другом. Как человек, который притягивает к себе обстоятельства и ситуации, которые, так скажем, олицетворяют меня как человека, который любит приключения, дорогу, маршруты, туризм как таковой, то в этом году я заполнила анкету и прошла отбор в Арктику. Эту анкету, так скажем, я получила по ссылке. Обычно я находилась в велопутешествии на 1000 километров. Я в тот момент ехала с Екатеринбурга в Оренбург. И просто в один из моментов, когда вечером нужно было отдохнуть, там, перебрать вещи на следующий день, я со смартфоном сидела, там что-то смотрела, и мне выходит ссылка на Русское географическое общество на сайт, и там просто вопрос был: ты хочешь в Арктику? Ну, я такая, ну, типа, что там надо сделать? Ну, как обычно. То есть там просто что-то заполнить или там надо кучу каких-то там моментов и всего такого. Но это казалось просто. То есть надо было заполнить, кто ты, что ты, кем ты являешься, что ты ведешь, какие проекты, какой у тебя опыт работы, то есть все о тебе, обучение и что ты хочешь. Что ты хочешь от Арктики. То есть что для тебя есть Арктика как некий такой период в жизни. Я написала все это, то есть я написала прям, что да, я хочу в Арктику, я хочу посмотреть, я человек любознательный. Я там написала как-то это очень интересно, я сейчас даже не вспомню, но если у вас будет запрос, если ко мне обратитесь, я вам прям могу скинуть свою анкету, что я написала. Отбор был серьезный. Среди людей, лидеров общественного мнения по России, 25 человек на место. Всего таких прошло примерно 35. Это был первый, так скажем, отбор, первая поездка такого плана, когда набираются добровольцы, и чтобы эти добровольцы совершили какую-то серьезную работу. Когда, вот она, кстати, ссылка, РГО приглашает молодых специалистов в Арктику. Когда я заполнила все это, отослала, я продолжила свой маршрут, не задумываясь о том, что за этим. То есть, когда ты делаешь что-то легко, это я для себя так вот поняла, когда ты не усложняешь себе весь процесс, а просто вот делаешь и все, как бы отпускаешь, то если ты это делаешь от всего сердца, это потом просто возвращается к тебе, что-то типа с запросом. Ты это хотела? На. И потом мне звонят, где-то через месяц, я уже дома, это месяц июль, звонят, девушка звонит, говорит: здравствуйте, Ксения, вы хотите в Арктику? Я такая: что? Какая Арктика? Июль. Я там после замужества в июле замуж вышла. Там у меня мысли вообще о другом. И тут такой вопрос. Я такая: так, как вас зовут, говорю? Она говорит: Дарья. Я говорю: Дарья, я хочу в Арктику. А можно мне еще время подумать? Она говорит: вот там сегодня мы там подбираем по звонкам, по телефонам идем, у вас есть время ответить
ну, более конкретно. Я говорю, хорошо, звоню мужу, говорю, здравствуй, дорогой, я в августе хочу в Арктику. Он такой говорит, ну, как бы, ну, ладно, если ты прям хочешь, ты знаешь, для чего ты хочешь? Я говорю, я все хочу, я тебе потом расскажу. Все, я потом перезваниваю этой девушке, она мне пересылает письмо на электронную почту, и далее немножко такая муторная часть, которая позволила понять, что это не просто вот так взял и поехал, это еще некий цикл обучения, то есть там порядка 10 дней обучения, что есть Арктика, что есть территория, какие проблемы там существуют, какие животные там живут, какие, в общем, все-все-все. Затем это нужно было собрать все эти вещи. Затем нужно было в этом чате понять, кто есть кто, подружиться с кем-то. Нас включили всех в чат, кто поедет в Арктику добровольцем. И потом нужно было уже свыкнуться с мыслью, что август — это как бы время будет проведено там. И все дела, которые я, может быть, как-то думала, может что-то сделать здесь на Урале, я отложила. Это здесь на первой карте это показано в целом, как бы путь. Путь лежал из Москвы на самолете, ну, на саму точку. Какой он чуткий сенсор. Так, а как назад? То есть мне на 2 слайда назад надо. Ту жизнь, которую ты сам себе создаешь, и вот оно здесь. И у нас несколько было остановок, так скажем, когда мы на самолете летели через некие точки: Екатеринбург, Ульяновск, Екатеринбург, Новосибирск, и затем уже сама Хатанга. Вот она вот здесь на увеличенной карте находится. Вот эта белая часть — это полуостров Таймыр, Красноярский край. Здесь у нас река Хатанга. И, соответственно, вот здесь это то село, та точка, та цель, куда нужно было добраться всей группе. Мы летели, ребят, на самолете военно-санитарный, да, если я не ошибаюсь, самолет, который позволял перевести, так скажем, не только людей, причем люди вот так вот сидели в ряд по стенкам этого самолета, но еще оборудование. С нами летел автомобиль с прицепом, и еще куча оборудования, куча питания, то есть все это там в коробках сформированное, а еще что-то типа спальники и вот такого. Вот. Здесь уже в Уфе, когда я уже вернулась из этого, я стала информацию более детально, так скажем, рассматривать, потому что ко мне обращались много людей, которые спрашивали, в связи с чем эта поездка состоялась и все такое. Если у вас есть интерес к этому, то посмотрите эту стратегию развития арктической зоны, как правило, это в первом приближении. Ну, а в целом это можете просто вот зайти на сайт «Доброволец Арктики», и там на простом понятном языке написано, что вообще планируется в ходе этой экспедиции. Это настоящая экспедиция, то есть это не считается как какой-то маршрут для галочки, и где вам, ну, как сказать, непонятно, что делать. Там есть роли. Роли, которые были прописаны для всей команды, они были известны заранее. Я когда заполняла анкету, там как бы выпадало меню, кем я себя вижу. Нажимаешь, там, допустим, был связан с медиа, потом там технический какой-то специалист был. То есть там были все, начиная от того, что кто-то умеет работать по железу, там, допустим, сварщик, или там кто-то был инженер, кто-то. Я полетела как человек, который
умеет формировать, систематизировать информацию, при этом я приближена к медиа, и потом вот так могу спокойно выступать. Ну, то есть рассказывать, доносить информацию, что это было. Это наша команда, но в составе тут уже есть вот люди, которые нас встречали, они были в таких вот интересных костюмах. Это костюмы малых народов. Там живут Нганасани и Долгани. Их всего осталось несколько десятков человек, и они там проживают, они коренные жители. Вот, они, кстати, нам вещали вообще о своей народности, о том, какие у них есть традиции, быт и все такое прочее. То есть мы непосредственно с первых уст это узнавали. Это вид сверху этого села, поселка, вид сверху в настоящий момент времени, то есть это август месяц. Я когда еще только вот эту анкету заполняла, я думала, это Арктика, это когда прилетаешь, и там белый медведь там виден, где-то олень пробегает и все такое. Но оказалось, что это в данном случае, да, это Хатанга, это цивилизация, которая находится на крайнем севере. Докуда добраться можно лишь самолетом, дорог там нет от слова совсем. То есть вот отсюда до туда, там, на велосипеде или на автомобиле добраться нельзя. Можно вот так. Зимой при этом там есть зимники, дороги, да, на которых можно доехать там, на санях и так далее. Но, опять же, повторюсь, из Уфы до туда надо почитать, конечно, историю, но я не встречала, чтобы кто-то доехал. Вот. Нам выдавали форму, она позволяла, эта форма, так скажем, да, она по погоде была, мембранка, короче, все то, что позволяет не замерзнуть, но при этом укрыться от дождя. Мы встретили там такую погоду, как и плюс 20, ну где-то 20, там, 20 с лишним, когда было прям жарко, и в то же время встречали погоду, когда был дождь, сурово. Я просто помню, замерзла, у меня есть эпичная очень фотка, где прям по мне так не скажешь, что я где-то в Арктике. Кажется, ну, там просто где-то в Уфе такая мерзну стою. Вот. Тоже вид сверху. Здесь показана территория, один из кусочков территории береговой линии, которую нужно было убрать. Целью этой поездки явилась, как вот у меня тут написано же, да, генеральная уборка, то есть это уборка Арктики, но не просто в прямом смысле уборка, это еще и понять, что делать дальше. Ну, убрать это мало, там территория, она как бы ограниченная, ну, уберешь, ты сложишь в кучку, это не как у нас, мы с вами выбросили, где-то там пакет поставили, там дворник пройдет, уберет. Там, если это, так скажем, не описанная территория, не инвентаризирована, то есть не подучетная, это все потом разнесется там со льдами, весной, там, ветрами и так далее. То есть нам нужно было понять, что делать вообще дальше, как это рекогносцировка территории. Вот, я вспомнила это слово сложное. Затем у нас в задачах было это описать, геоботанические описания сложить и географические, и то, что касалось животных, то есть подвести к тому, что вот мы знаем про Арктику, это там такая-то территория России, там то-то, то-то. Но самое главное красными буквами – это наш северный путь России на Северный полюс. Соответственно, эта территория должна быть, так скажем, прогнозируема, контролируема в плане транспортной доступности, то есть там есть аэропорт, мы спокойно прилетели, но если это все будет загрязнено, если это все будет, так скажем, не описано, то будет сложно взаимодействовать там дальше. Так, сейчас. Мы еще по пути забрали ребят-срочников. У них замечательное время получилось, когда они прошли свой период службы в армии. Они там были, ну, такой четкой помогающей силой. У них рабочий день, ну, прям рабочий, он начинался на час раньше, чем у нас. У них все строго было, они ходили строем, у них был там главный и так далее. Мы были как бы гражданские, но в этих условиях, по сути. Вот. Так, ну ладно, скажу сразу. Там создали мы с ребятами и Министерством спорта,
села Хатанга, самый северный велопробег. Можете гордиться, перед вами стоит человек, который организовал такой пробег, самый северный. Ребята, мы собрались с местными жителями, у которых есть велики, и проехались там по какому-то кругу. Дело в том, что они так не делали. У них не было такого человека, который, может быть, имел какой-то такой, «Эй!», там, такой свежий взгляд, там, давай, погнали, там. Рядом с нами ехала полиция, машина, которая всепроходимая, она как бы, ну, типа как охраняла ребят, что ли. Вот, ну, прикольно было, ребятам, по крайней мере, понравилось. Мы еще там сделали короткую физическую такую программу, и потом каждый из ребятишек получил себе подарочки. В ходе этой экспедиции мы встречались с главами районов тамошних, затем это были СМИ из Москвы. Вот. Ну, мы там обменивались мнениями, что вообще делать. Вообще вопрос, он звучит такими большими буквами. Что делать? Мусора много, мусор надо убирать. Мусор тот, который, ну, в кавычках мусор, конечно, там много железа, допустим, да, то, что ранит животных, и то, что не позволяет, может быть, как бы вот мы здесь, допустим, для вопросов потом чуть-чуть время дам. Получается, так сбилась с мысли. Что делать? Да, вот что делать? Осталось очень много железного мусора после советской армии того времени. Это различные баки из-под топлива, которые прилетали, допустим, самолеты туда. Эти баки там остались. Прошло много лет, это все ржавеет, разрушается, что-то не разрушается, просто оседает в землю, врастает. Страдают животные, которые там могут иметь свою, допустим, там, переправу через реку, те же северные олени. И это оказывает свое влияние на состав земли. Мы потом там изучали еще состав растений, улетели в Москву, описаны образцы для изучения химического состава растений, то есть как это влияет в целом на эту обстановку. Для чего, может быть, там прилетали вот эти главы районов и так далее. Из этой территории потом планируется создать туристическую локацию, то есть то, откуда можно, там, не знаю, поехать или полететь туда, где можно увидеть северного оленя или белого медведя, прикиньте. То есть ты приезжаешь на маршрут, тебя там условно, там, не знаю, там, вертолет сажают, вы летите на место и наблюдаете, как живут эти животные. Это прикольно. К слову сказать, там уже есть туроператор, который вводит маршруты. Час полета на вертолете стоит около 300 тысяч рублей. Они исходят из этой суммы, потому что там дорого все, начиная от часа полета и заканчивая, как мы с девчонками шутили, конфетно-букетным периодом. Цветов там нет в продаже, а конфеты и т.д. это очень дорого. Поэтому мальчишки, которые особенно местные, мы шутили, что они не дарят девчонкам там цветы, конфеты, чтобы предложить дружбу, они просто сразу в лоб спрашивают, будут у нас отношения или нет, ну, чтобы время зря не терять и деньги, там все дорого. А это ягоды, которые мы собирали бесплатно. Мы собирали бруснику и голубику. Ходили в тундру, гуляли по этим территориям, но эти территории и то, куда мы ходили гулять, это все было, так скажем, не просто вот я там вышла и пошла не пойми куда. То есть мы всегда говорили, куда мы, насколько мы, какой километраж и так далее, потому что это довольно опасно. Территория, она же как бы ограниченная, и чтобы не получилось каких-то таких странных моментов. Тот самый велосипед, который я взяла на прокат, в аренду, невозможно не покататься на велосипеде там. Там есть и дороги, и, как я мечтаю, там есть маршрут велосипедный. Я даже составила. Ну, правда, он пролегает между железных всяких штук больших. Ну, что поделать. Когда-нибудь наступит время, когда там будет чище. Закат — это просто река Хатанга. Закат. Там красивые пейзажи, и те люди, которые прилетели туда с фотокамерой, они летали еще с дроном,
И вот они сверху, когда снимали, там тоже есть классные очень виды. Ну, блин, очень круто. Зимой там, естественно, сейчас все белое, как бы там дальше это льды и все такое, но зимние экспедиции пока не намечается. Вот. А местные жители нам проводили очень много разных, так скажем, событий для нас организовали, начиная от каких-то экскурсий в музей, у них там есть музей их местного быта, да, там этнографический, краеведческий, библиотека очень клевая, наполненная, дом культуры, где мы с девчонками участвовали в костюмированном представлении, то есть нам раздавали, вот это я, нам раздавали костюмы, и мы, представляя местных долганок, дефилировали перед мальчишками, ну, вообще перед всеми, кто там был. Это был праздник, Международный день малых народов мира. Вот, в этот день прилетели вообще все, кто, наверное, может быть, там порядка под 90 человек оказалось прилетевших вот в этот момент. Это и СМИ из Москвы, это из Красноярского края, из Новосибирского. Вот. Мы пробовали местную кухню, мы знаем, что такое строганина. Это рыба, которая замороженная, и вот ее, когда строгают, она такими тонкими пластами сходит, и ты кушаешь, она прям такая мороженое, очень вкусное. Множество блюд из ягод, тоже вкусно. Оленина во всех ее видах, так скажем. Вот, потому что там они промышляют не только шкура оленей, которую можно вот наблюдать как бы в их местных одеяниях, но еще и это, как сказать, разные поделки и так далее. Вот. Сайт «Доброволец Арктики», повторюсь, он сейчас уже действующий, там можно посмотреть эту информацию, ну и вообще подумать на тему, а можно ли поучаствовать. И сейчас хотела вот фотоальбом, который... Значит, в тот самый жаркий день я решила сделать такую фотку, чтобы, когда ее выставляешь в статус, мне спросили: «О, ты на море?» Я бы сказала: нет, угадай где. И вот тут надо написать типа Арктика. Вот. Ну да, ну вот. Ну, ладно, она просто увеличенная была, там очень классно, когда увеличенная. Это я с бананом на реке Хатунга в Арктике. Вот, тоже прикольно. То есть я к чему вот эти вот фотографии, тоже вот эти две как бы скинула сюда? К тому, чтобы показать, что не чуждо там отдыхать, как ты в цивилизации. Да, там нет кофейни, как таковой. Вот мы с вами пришли, там на фоне, значит, панорамного окна сидишь, там фоткаешь огонечки по ту сторону, там Новый год где-то начинается, все такое. Там все более суровое, там условия-то, по сути, как
советские, короче. Там из современного, из такого, как бы прям современного, это гостиница 4-звездочная. Ее сейчас там, как это сказать, облагораживают и все такое, там очень круто. Сейчас я попробую. Все-таки, наверное, вот здесь. Там клево внутри, то есть все, кто приезжали туда к нам из Москвы, они жили там. Говорят, что там номера более-менее нормальные. Так, ее как-то... Много же людей из разных городов было, у нас сейчас есть чат, мы периодически друг у друга спрашиваем, ну что, ну ты поедешь? Ну то есть вот такой прикольный момент. Все должно как-то сложиться. Я совершенно понимаю, что когда вот у меня лично так, когда я планирую прям жестко, вот там потом что-то не так идет, и я немножко переживаю. А так вроде, это, кстати, там. А так вроде как бы думаешь, как оно само пойдет. Что интересно, кстати, я переживала перед Арктикой. Я слышала такую фразу, нам ее сказал лектор, он сказал, Арктика не пускает к себе тех людей, которые не знают, что хотят от жизни. И первые 3 дня, наверное, там, будучи, ну, как бы там же еще толком никого не знаешь, все равно, так или иначе, я переживала, кем я здесь себя явлю, то есть кто я. Да, и там, я там активный человек, турист, ну и что дальше? На Арктике это никакого значения совершенно не имеет. Да, это активная жизненная позиция, но не более того. То есть хотелось именно применимо к территории понять, кто ты. Хороший рэпчик пошел. Короче, я думала на эту тему, переживала, и потом, ну как бы вот, потом я поняла, что здесь я могу показать это, но как бы на этой территории ограниченной. И я потом... Это вот, кстати, те самые вот постройки, допустим, которые ржавеют. То есть они там Какие они там? Противоракетные, да? Ну, что... Да. Ну, да, вот, более умные слова, чем я скажу. Короче, вот они там стоят, и они очень огромного такого размера. Это я сюда ближе стою. Вот ситуация. То есть это просто вот я взяла в увеличенном варианте, мы вот здесь по мосту проехали, спустилась и просто сфоткала. Вот. Это та беда, техногенная катастрофа, которая есть там прямо на месте. Это мы видели, красиво, классно, но надо дальше. Но это тоже не менее классно, да? Собаки. А собаки там есть как и чьи-то, ну, естественно, у них есть хозяева, так и бездомные. Они не кусаются, не нападают на людей. То есть мы спрашивали, есть ли там какие-то истории, в основном, ну, как бы нет. Если у нас здесь там по-всякому бывает, да. Но там эти собаки ждут оленей, ну, точнее, оленят, которые переправляются через реку именно в этом месте, где вот, ну, вот эта хатанга, тут поодаль и так далее. Они курируют эту ситуацию. Но это, так скажем, ситуация, ну, это природа. Тот, кто сильнее, там, ест того, кто слабее, и все такое. Вот. Это там вот, когда мы гуляли, получается, ну, где-то вот там, я в купальнике была, это столик кто-то вот когда-то соорудил. Здесь есть на берегу тоже. То, как есть, показываю, как это было. То есть это мои фотографии, я их делала, когда мы ходили по берегу. То есть у нас было свободное время от наших задач. Жили мы в школе-интернат, там есть обычные спальные места, а ходили кушать мы вот как раз в 4-звездочную гостиницу. У них классная там, как ресторан, наверное, больше скажу. Вот, там нас кормили. Повар был с нами, приезжий из Новосибирска. То есть и все продукты, как раз вот я говорила, мы везли в самолете. Это то, что там на берегу, то есть, ну, как морской порт. Вот они, кораблики.
И тут где-то вот уже что-то ржавое. Вот это, кстати, по-моему, тоже не действующее. Да, это тоже не действующее, потому что, по крайней мере, мы сюда лазили. Смотрели, что там вообще есть интересного. Ну да, вот оно, как бы вид отсюда. Вот, это место еще знаменито тем, что там делают ледяную дамбу, чтобы весной, ну, точнее, ну да, чтобы весной льды, которые потом по реке плывут, чтобы они не снесли с собой корабли. За них как бы прячут корабли, и эти потом огромная ледяная дамба, она потихоньку там тает, и все более прогнозируемо. Ну, как раз не смотрите те, кому как бы плохо. Короче, собака съела олененка, который, наверное, не доплыл или просто там как-то. Это как раз фотка тоже из разряда «А ты где? На море, наверное, да?» Нет, не на море, я в Арктике. Генеральная уборка. Проект, он совершен при поддержке фонда президентских грантов Русского географического общества и, по-моему, Министерство обороны там тоже содействовало. Тоже виды там. Вопросы у вас есть? Пока я листаю фото. Это вечером уже. Цветет чабрец, как ни в чем не бывало. Он будет везде цвести, то есть как бы... Вот, но химический состав под вопросом. То есть тут уже пошли исследования как там, геохимиков, там всяких ботаников и прочих. Маяк, то есть эти здания, они как бы находятся наверху, на берегу. Кстати, здесь, вот в этом берегу, у меня, по-моему, там нет фотографий, в общем, находится единственный ледяной музей. Это вырубленное в берегу пространства, которые раньше применялись для хранения рыбы и оленины. А сейчас как бы за этим надобность она уже уходит, и там будет ледяной музей, ледяной мотель и все такое прочее. Там вечная мерзлота. Там 40 сантиметров всего тает, и там дальше лед. Да, то есть выдолбленные пространства, вот эти мы когда туда вошли и увидели эту вечную мерзлоту изнутри, там все во льду. То есть это просто буквально, ну, кстати, да, рыбка, а это QR-код, ну, не рыбы, точно, чей-то, может быть, мой. Я до этого выступала в Ижевске, в Екатеринбурге, в лестехникуме, теперь перед вами, поэтому я уже не помню, чей это QR-код. Вот, ваши вопросики. Что за рыба? Да и там был муксун, чир и еще какая-то рыба. Я не помню, не разбираюсь. Акклиматизироваться, наверное, было сложно в том плане, что там был полярный день. То есть там вот солнышко, оно идет до горизонта, а потом проходит какое-то время, хоп, оно уже опять вверх идет. И время, допустим, было 12 ночи, а мы там все сидим, с ребятами общаемся, кто-то там играет в карты, кто-то еще. Время 12 ночи, а спать как бы неохота. И потом уже к 2 часам я там лежу, читаю книгу, я такая, ё-моё, завтра же вставать в 8, там, надо спать. Ну, то есть нереально как-то вот там было привыкнуть к этому режиму. Вот. Мы застали этот момент. Ну, прикольно было. Ну, я как морж могу сказать, что прохладно. Моржую, поэтому такого момента, что типа такой резкий переход не было. Единственное, там опасно купаться. Я сказала про железо, оно может быть там в воде, поэтому надо было прям смотреть, куда ты там наступаешь, а не весело так прыгать там от радости, что ты летом в Арктике купаешься. Вот, поэтому с осторожностью. Ребята там, мужчины у нас спасли олененка. Там была какая-то целая история, она есть тоже в новостях. Они прям несли вот этого маленького полухудого, полудрожащего олененка подальше, потому что тут где-то собаки,
а взрослые его родители, олени, уже убежали туда, в тундру, и вот, в общем, они его несли. Потому что оленята, они как бы доплывают, ну, с того берега, и они, допустим, боятся выходить из воды, они там стоят, переохлаждение получают, ну, как бы у них силы заканчиваются, они могут там остаться, в общем. Мы видели своими глазами, как вот переправляются олени, у них такие рога торчат из воды, такая морда торчит, он плывет. Но они реально, они хорошо плавают, то есть они там против течения, у них там был небольшой угол, который они теряли, ну, как бы вот эту вот свою траекторию, но в целом они доплывали прям так чик, быстро. Вот. Что еще? Медведя я не видела. Но к нам попал из другой экспедиции человек, причем я не совсем поняла, как он попал. Ну, короче, он был, по-моему, с земли Франца Иосифа, тоже в экспедиции с РГО, у него другая своя, другие задачи. И он у нас оказался и говорит, вот, типа, мы видели вдалеке там белого медведя. Ну, как бы, каждому свое, видимо. Мне вот, видимо, нужно было вот там рыбка, там, речка. Все такое более знакомое, наверное. Так, на другую фотку, а то что-то это... Рыбка смущает меня. Есть охота. Вот, еще вопросики. Можно нестандартные вопросы задавать, как я говорю, личного плана. А то иногда бывают девчонки такие, а что вам, а как вас отпустил муж? Я говорю, ну как бы, если ты занимаешься своим делом с любовью, то как бы нет вопросов, что ты туда поехала. А это как бы продолжение твоей деятельности в целом. Вот. Я дополню. У нас Ксения, она руководитель школы Туризма. туризма для женщин. Также она руководитель, не руководитель, а амбассадор Белараша. Поэтому вопросов к ней, по-моему, много должно быть. Я сегодня только с ТВ была на «Россия-24», поэтому эфир вот будет завтра и, по-моему, послезавтра. Я скидываю себе в Телеграм-канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Но я к тому, что иногда бывает нужно получить информацию, но ты не знаешь, где ее получить. В интернет вводишь, тебе куча ссылок. А если ты знаешь человека, который конкретно занимается интересующей тебя темой, проще обратиться. Поэтому обращайтесь. Я могу вам помочь, может быть, где-то, вот повторюсь, с экспедицией, может быть, да, где-то оформить свое желание. Вы спросите, что является главным. Затем это веломаршрут. Может быть, вы хотите определиться. Это волонтер для проекта «Большая Уральская тропа». Это пеший маршрут. Вот, маркировка маршрута и все такое прочее. Ну и школа туризма для девчонок. Добро пожаловать. Нам проще между собой обсудить какие-то моменты, чтобы потом спокойно идти в поход. Да. Что? Координаты? Да? В интернете Ксю Невада, как слышится, так и пишется. Ну, Ксения Солозанова можно набрать просто. Я везде обозначаю себя так. Вот. Второе мое имя — приключения, как я говорю. Кстати, у каждого есть второе имя. То, с чем вы себя ассоциируете, что в вашей жизни больше всего. Вот у меня приключений больше всего. Поэтому даже когда я сюда торопилась, у меня было приключение, я перепутала корпуса. Как я говорю, в лесу я помню дерево, мимо которого я прохожу, и пенек, и сучки, все его могу пересчитать и сказать, сколько было. А здание города я перепутаю. Вот, поэтому у меня приключения даже тут. Поэтому еще вопрос, и можно будет закончить. В школы, да, мы приезжали, но это было в мае, апреле. Да, по запросу, конечно. Главное, это чтобы был запрос, обсудить тему какую. И порой это даже надо не столько вот таким вот детям, сколько родителям, чтобы понимать, чем вообще можно еще заниматься, как разнообразить свою жизнь. Вот. Я, ребят, кстати, отучилась в медицинском университете. Это, к слову, о том, что насколько все может быть совершенно другим. То есть отучилась в медицинском, была преподавателем 12 лет, я кандидат фармацевтических наук. Потом я поняла, что хочу быть в туризме. Поступила сюда,
Вот, Русское географическое общество с большой любовью. Кстати, Уральский барс, вот, награждение будет. Если, кстати, вопросы про Уральский барс, вот, запомните эти 2 слова, наберите в интернете и участвуйте. Ну, уже на следующий год. А я вас награждать буду. Вот. Замечательно, я сказала. Прям вот слоган, прям рекламу надо было записать отдельно. Вот. Ну что, вам устали? Сколько лет? Все правильно. Это самый, на самом деле, хороший вопрос. Как все успеть за свою жизнь, да? Мне сейчас 35. Следующий вопрос. Как вы так сохранились? Ну, тут разные моменты могут быть. Может быть, потому что у меня еще пока своих детишек нет. Может быть, ну не может быть, а точно это то, что внутри, если внутри позитивная жизненная позиция, и это вот как солнышко освещает, то оно и идет, и оно отражается. Говорят же, что счастливый человек — красивый человек, а красивый — это счастливый. Ну, как бы вот. Вот, так вот. Ну что, а мальчишки никакой интересный? Вот девчонки молодцы, отличились. Сколько лет, как сохранились. Ну, это я уже сама додумала. А мальчишки? Стесняются? Да ладно. Что там стесняться? Можно что-нибудь спросить. Вот. Если у вас стоит вопрос, ехать или не ехать в Арктику, лучше ехать. Потому что это прикольно определяет вас по жизни. И если вдруг не получается, ну, значит, еще не дорос. Ну да, вот да, тут как бы звезд с неба не хватать, да, правильно все поступать. Я забыла, что надо по ступенькам идти. Я уже, наверное, Я когда к аэропорту подъезжала, чтобы в Москву вылетать, в Арктику, там такой большой билборд перед этим. Сменяются так эти секции, написано «Готовься ко взрослой жизни». Я такая читаю, ладно, хорошо, полетели в Арктику. Я все равно не передумаю. Вот так. Ну и много таких, на самом деле, прикольных моментов, которые показывают тебе, идешь ты на своем пути или нет. Заскучали уже? А домой охота, наверное. Да, и устали. У вас сегодня пары были? Школьники? Они сегодня учились и устали, да? Да, и спать хотят. Понятно. Ну, я вас понимаю, сама такой же была. Поэтому, мальчишки, от вас вопросов я не дождусь, что ли? Ну, хоть какой-нибудь. Нет? Они уже все. Нет, трехразовое питание. Питались мы, ну, в целом нормально. Иван Федорович, как считаете? Да, организация именно проживания. Ну, как бы да, потому что нужно было и работать до обеда, и после обеда. Ну, а еще там мы еще и маршруты ходили, еще силы оставались. Поэтому развлекательная программа, как я говорю, там, начиная от того, что местные жители вот так прям, ну, к ним, представляете, к ним в ограниченную территорию приехали ребята, которые, ну, просто вот такие горят, там, что-то это. Вот. Давайте сфоткаемся напоследок, а потом пойдете.